А в Москве тем временем завершился 20-й ежегодный международный фестиваль «Интермузей». В нем также участвовал Национальный художественный музей республики. Что показали якутяне на выставке в материале нашего специального корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. Посетители, а это москвичи и гости столицы, придя на ВДНХ, попадают на музейный праздник. Ведь это главная витрина страны, где демонстрируется все самое интересное и уникальное. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия каждый год активно участвует и презентует здесь свои лучшие музейные проекты. На сегодня Национальный художественный музей очень богато своими креативными проектами. Вот сегодня они представляют свой проект «Раритеты Арктики», а также рассказывают о своем проекте биеннале современного искусства, президентский грант, который выиграли в эти дни. В этом году Национальный художественный музей, единственный из республиканских музеев, в третий раз прошел во второй тур конкурсной программы в 4 номинациях. Проект Олонхо и мировые эпосы, материальная культура народов Якутии в музеях мира Германия и детская образовательная музейная программа для детей с ОВЗ «Особый посетитель». Нынче фестиваль «Интермузей» существенно расширил свою географию, представив около 400 собраний со всех музеев России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению организаторов, одним из которых является Министерство культуры Российской Федерации, данный фестиваль не имеет аналогов в мире. А еще это образовательная, познавательная и культурная площадка, где участники представляют национальные обычаи, костюмы, традиционное исполнительское искусство. Многие наши коллеги были приятно удивлены всей масштабностью нашей работы. Это и наши новые технологии, наши интересные проекты. И вот то, что отрадно, что в эти дни мы узнали, что выиграли грант президента Российской Федерации Владимира Путина. И мы будем дальше еще с большей отдачей, с любовью работать и двигаться вперед. Тема нынешнего 20-го юбилейного фестиваля – музеи и общество. А это значит, что Интермузей будет наполняться новыми смыслами и оставаться прекрасной площадкой для общения. Наталья Сазонова, Олег Южилкин, Михаил Кулаков, Москва.